حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Да, Елхароева Мария по диаспоре с Турции, с Ираком, вот она работает с этими людьми, многие ее знают. Ладулаш, интересно, Я не знаю, откуда она, вот, работает она. Вышла она на меня, одна фамилия Цула, в Турции живет, там, Кампалат фамилия Яцар, Джамбалат фамилия Зауров там. Вот. Известный там, роман исторический написал по переселению ингушей отсюда в Турцию. Вот. Стихи пишет, картины пишет, талантливая личность. И она привезла его, этот исторический роман сюда, на турецком языке он написан. Вот. И сейчас она звонила и говорит, что и контракт он там прислал, что права ей там делегируют авторские вот на этот роман. Вот. Она обратилась, спросила, там если спонсоры или возможность какая-то есть, 200 тысяч Изарцевич на выпуск романа, 262 страницы романа. А перевод я и сюда? Перевод, она говорит, переводчик есть хороший, первую страницу они перевели. Очень важно переводчик. Они мне скинули первую страницу на интернет этого исторического романа. Вот, есть, если надо, я могу зачитать каким языком. Переводчик, человек, который читал, знает язык, он говорит, хорошим поэтическим языком написанный, говорит, это серебряный клинок, серебряный кинжал, как-то вот так он называется. Вот. Она с этим вопросом разбиралась, 100 тысяч, переводчик есть хороший, говорит, 100 тысяч стоит перевести этот объем информации, и минимальные, вот это тоже она там, договоренности есть, 500 экземпляров мягкой бумаги, самая простая бумага, мягкий переплет, 100 тысяч тоже ёхцу. Ну и чем больше объем, тем дешевле как бы это все обходится. Вот с такой просьбой она обращается, там, если кто-то кого-то знает, там, спонсор или возможность. А второй вопрос, по поручению Совета ТЭПов, комиссия у нас была создана по вопросу вот этих полигонов и полк, которые собираются сейчас развернуть в Судженском районе. Комиссия поработала, вот такую аналитическую справку мы составили, которую, в принципе, вот, я думаю, тут президиум Совета ТЭПов разберется, что дальше делать. Ну, доведем нашу информацию. Во исполнение поручения Совета ТЭПов Республики Ингушетия о возможности размещения на территории Судженского района мотострелкового полка и полигона для боевых стрельб из тяжелых и танковых орудий. Комиссия в составе председатель Гайтукиев, Мамад, члены Дзангиев, Эджаркиев, Зауров установила следующее. В феврале 2018 года в российских средствах массовой информации и интернет-пространстве прошла информация, что в связи с возросшими внешними угрозами Министерство обороны РФ начало реорганизацию 58-й армии. На базе двух отдельных мотострелковых бригад будут сформированы две мотострелковые дивизии. И часть подразделений будет передислоцирована в Ставропольский и Краснодарский край. Там же указывалось, что под Владикавказом и Моздоком для размещения частей вновь воссозданной 19-й мотострелковой дивизии будут расквартированы, отремонтированы и возвращены в строй сразу несколько военных городков. Причем в Моздоке появится большой гарнизон. Один из полков 19-й дивизии примерно с 2002-2003 года дислоцировался на территории Республики Ингушетия в Троицкой, где для его размещения был построен новый типовой военный городок с прилегающим полигоном. Однако в результате реформы 2009 года дивизия была сокращена до бригады. Мотострелковый полк в Ингушетии расформирован, а на его территории разместились иные воинские подразделения меньшего состава. Примерно в третьей декаде 2018 года общественности Ингушетии стало известно об обращении на имя главы, командующего войсками его генерал-полковника Дворникова, с просьбой выделить новый земельный участок ориентировочно площадью 8574 гектара на территории муниципальных образований Нестерская, Бердюрт, Алхасты, Чемульга, Аршты, Галашки.
для размещения в его пределах вновь формируемого мотострелкового полка и полигона дивизии. Далее указывалось, что имеющийся полигон Троицкий не позволяет качественно и с соблюдением требований безопасности выполнять упражнения стрельб из вооружения танка и боевых машин и отрабатывать тактические действия в составе подразделения. Также указывается, что данный вопрос ранее оговаривался главой с начальником Главного управления боевой подготовки вооруженных сил генерал-лейтенантом Бувальцевым. В ходе изучения вопроса по имеющимся открытым данным комиссия пришла к следующим выводам. Первое. Военно-политическая ситуация в регионе в связи с ухудшением общественно-политической ситуации в мире не изменилась. На данном стратегическом направлении вооруженные силы нашей страны имеют кратное превосходство над силами и средствами вероятного противника и способны выполнить любую поставленную задачу в кратчайшие сроки. Кроме того, горный рельеф местности и ограниченность проходов позволяют качественно контролировать ситуацию даже значительно меньшими силами. Нельзя недооценивать патриотические чувства, высокоморально-нравственные качества местного населения, которое в случае возникновения реальных военных угроз станет главным союзником нашей армии. Так, в годы Великой Отечественной войны по границе проживания ингушей от Владикавказа до Малгобека, благодаря всецелой поддержке народа, удалось остановить отступление Красной Армии и после тяжелых боев отбросить гитлеровские войска от Ингушетии. За вклад местного населения обоим пограничным городам был присвоен статус городов воинской славы. Второе. Экономическое обоснование. Ранее для вновь формируемого мотострелкового полка уже был построен в 2002 году типовой военный городок полкового состава, куда полк можно вернуть без каких-либо серьезных финансовых затрат. В условиях затяжного экономического кризиса в стране постройка нового военного городка в 10 километрах от существующего ныне, иначе как нерациональным использованием бюджетных средств, назвать трудно. Тем более имеется масса законсервированных военных городков в непосредственной близости на территории соседней РСО, которые, по данным средств массовой информации, военные собирались обживать. Никогда не было проблемы с полигонами не только в 19-й мотострелковой дивизии, но и во всей 58-й армии, что в горной, что в равнинной местности. На расстоянии около 50 километров от существующего военного городка в Троицкой расположен полигон в сельском поселении Тарское, на котором отрабатываются все виды стрельб из тяжелых орудий, включая танковые. Тем более вся эта территория входит в зону дислокации и ответственности дивизии. Это идеальные условия. Обычно подобные полигоны располагаются на значительно дальних расстояниях, и это нормально. Наоборот, дополнительно отрабатываются вопросы движения на марше в составе воинских эшелонов и так далее. Третье. Социальный и земельный вопрос. Республика Ингушетия является густонаселенным регионом с высокой рождаемостью и одним из самых высоких уровней плотности населения в Российской Федерации. В результате войн и конфликтов на территории Ингушетии осело огромное количество беженцев и вынужденных переселенцев из соседних регионов. Кроме того, в результате преступных репрессивных территориальных урезаний, сопровождавшихся насильным выселением лиц ингушской национальности и, как следствие, уплотнением населения самой Ингушетии, сегодня республика является не только самой густонаселенной, но и самым маленьким субъектом Российской Федерации. Катастрофическая нехватка земли, в свою очередь, приводит к новым нарушениям конституционных прав и свобод граждан РФ, проживающих в Ингушетии. Так, например, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 закона такого-то, 138 ФЗ, граждане, имеющие 3 и более детей, имеют право на бесплатное получение земельного участка. Однако глава Республики Ингушетия через средства массовой информации публично заявил, что в Ингушетии земельные участки для многодетных семей выделяться не будут, ссылаясь на малоземелье. В то же время через тайные соглашения в нарушении конституционных основ и процедур занимается разбазариванием народных земель. Так, недавно, без учета мнения населения, им была передана территория более 30 тысяч гектаров Чеченской Республики.
и появляются все новые непонятные инициативы по раздаче земель без учета сложившейся тяжелой социальной ситуации. При нынешней власти, дискредитировавшей себя в глазах населения, любые подвижки в земельных вопросах будут вызывать стойкое неприятие народом и ухудшать морально-психологический климат в регионе. Четвертое. Слабая транспортная логистика. В указанном районе проходит одна двухполосная дорога с севера на юг, вдоль которой или рядом расположены все указанные выше населенные пункты ущелья с выходом на высокогорный Джиратский район республики, и которая во время боевых стрельб вместе с прилегающей территорией будет перекрываться в целях безопасности, тем самым создавая проблемы в передвижении местному населению и туристам. Хотелось бы напомнить, что многие жители республики работают на равнинной части республики, и перекрытие дороги, загруженной с военной техникой, однозначно приведет к производственному и транспортному коллапсу. Кроме того, дорога сложная, с большим количеством серпантинных участков, что скажется на аварийности и ухудшении безопасности дорожного движения. Пятое. Ухудшение условий жизнедеятельности местного населения. Грохот орудий, ударная волна в ущелье кратно увеличиваются и будут разноситься по всем населенным пунктам, мешая людям, пугая детей, домашний скот, сотрясая здания и жилые помещения. С передачей земли уменьшатся и размеры сельхозугодий. Шестое. Культурно-исторический аспект. Данная территория является заповедной культурно-исторической зоной с огромным количеством памятников старины и туристическим потенциалом. Мы уже неоднократно сталкивались со случаями вандализма со стороны военнослужащих, когда расстрелялись памятники старины, скобка башни Гагиевых, например, подверглись разграблению многие солнечные могильники, а храмы и башни использовались в качестве мишени или отхожих мест, скобка христианский храм Хаба-Ерды. Седьмой. Экологический аспект. Район предполагаемого полигона расположен над нефтегазовым месторождением с большим содержанием сероводорода высокой концентрации, под огромным давлением. По открытым данным, административно-датырское месторождение расположено на территории Сунжского района Республики Ингушетия, включая незаконно переданные территории Чеченской Республики. Общая площадь 5 участков недр месторождения составляет 8,6 квадратных километров. Сероводород является токсичным, ядовитым и огнеопасным газом, при горении которого образуется серная кислота. Концентрационные пределы воспламенения смеси с воздухом составляют от 4,5% до 45% сероводорода. При этом соотношении он возгорает. В соответствии с ГОСТом 12.1.007.76 по степени воздействия на организм сероводород отнесен ко второму классу опасности. Это высокоопасные вещества. При контакте с сероводородом летальный исход наступает в течение 10 минут. В случае детонации или спровоцированного выхода на поверхность пострадают не только регионы Северного Кавказа, но и сопредельные иностранные государства. Данный вопрос уже поднимался в начале первой чеченской кампании на самом высоком уровне, после чего прекратились обстрелы Асинского ущелья. Также на отчуждаемой территории расположены заповедные реликтовые леса, являющиеся легкими нашей республики, вырубка которых недопустима. Кроме того, там протекает единственная в регионе полноводная артерия Аса, которая в перспективе должна обеспечить питьевой водой равнинные земли республики, в первую очередь Сунжский и Малгобекский районы, качество и количество воды в которых не соответствуют государственным стандартам. Этот вопрос уже неоднократно поднимался за последние 25-30 лет и упирается в отсутствие финансирования. Необходимо отметить ухудшение качества речной воды после появления выше по течению пограничной части. А при появлении еще и воинской части с полигоном ситуация станет значительно хуже. Восьмое. Конфликт интересов. На основе общего анализа ситуации у членов комиссии сложилось мнение о слабой проработанности вопроса сторонами или наличии иных интересов, иных выгодоприобретателей, возможно, по освоению выделенных бюджетных средств. Наши опасения не беспочвенны. На территории Республики Ингушетия уже строились объекты и предприятия по завышенным сметам,
которые с первого дня сдачи в эксплуатацию не работают и являются памятниками воровства и очковтирательства. О фактах коррупции в вооруженных силах РФ в недавнем прошлом наслышано все российское общество. Однако действия мер в борьбе с коррупцией не наблюдалось, что лишь способствует росту аппетита коррупционеров. 9. Ухудшение криминогенной ситуации. Общие выводы. На основании изложенного члены комиссии считают, что на территории Ингушетии, в первую очередь в Сунжинском районе, без ущерба республике, населению и военнослужащим нет возможности разместить полигон, на котором качественно и с соблюдением мер безопасности можно выполнять боевые стрельбы из вооружения танков, боевых машин и тяжелых орудий. Считаем, что существующие дивизионные и армейские полигоны позволяют решать весь комплекс учебно-боевых задач без ущерба боевой подготовки войск. Впрочем, как это решалось ранее, до сокращения воинских частей и подразделений. Если в районе города Моздок создается большая группировка войск, думаем, целесообразнее там или в Наурском районе ЧЕР разместить указанный полигон. Инфраструктура и земельные площади позволяют. Что касается воссоздания мотострелкового полка, считаем логичным вернуть его на место прежней дислокации, хотя рациональнее и удобнее было бы размещение в том же Моздоке. По результатам проверки члены комиссии предлагают: первое. Направить в адрес руководства страны, вооруженных сил, ФСБ, местные региональные органы власти обращение о невозможности размещения в указанном районе полигона для стрельбы из вооружения танков, боевых машин и размещению мотострелкового полка на уже существующей материальной базе или в соседних субъектах РФ, а также о приостановлении всех мероприятий для проведения тщательного разбирательства в ситуации. Второе. Направить обращение главам субъектов РФ, расположенных в радиусе 300 километров от Датырского нефтегазового месторождения, а в части касающейся и главам государств Закавказья, Турецкой Республики, для оказания содействия предотвращения возможной общекавказской экологической и техногенной катастрофы. Третье. На сходах, встречах через средства массовой информации и интернет проинформировать местное население и жителей Кавказа о возможных угрозах их безопасности и жизнедеятельности. Четвертое. Рекомендовать Министерству обороны РФ сэкономленные денежные средства направить на устранение конституционных нарушений по выплате пенсий с понижающим коэффициентом военным пенсионерам. В настоящее время привилегии на получение пенсии в полном объеме имеют лишь военные пенсионеры из числа военных судей, работников прокуратуры и Следственного комитета. Все, вот это наша аналитическая справка по этой ситуации. Может, вопросы есть? Давай. Этой проблеме насчет коррупции в вооруженных силах, там есть попытка привязать к этому вопросу, но не проглядывается связь между этой проблемой и этой коррупцией. А стоит ли об этой коррупции говорить? Проблема проглядывается в том плане, что... Надо, или... Я понял, там все привязано. Существует уже военный городок, в котором этот полк стоял. Вывели этот полк, сократили, вернее, этот полк, другие меньшего состава подразделения туда поставили. Сейчас опять воссоздается дивизия. Вот. Верните этот полк на свою территорию, для которой он как раз был построен. Финансовых затрат практически никаких. Кроме того, изначально, как я понял, из средств массовой информации, поднял статьи, посмотрел в интернете, висят в феврале, вопрос об Ингушетии даже не стоял. Собирались сейчас подразделения в Краснодарский край, в Ставрополь, и расконсервировать все городки в Моздоке, в Владикавказе. Есть эти все городки, они есть. И если сейчас в этих условиях строить новый городок, там хочешь не хочешь, только мысль идет о коррупции в том плане, что хотят отмыть бюджетные средства. Вот. По тексту это там проглядывается. И во втором пункте, и в конце выводах мы как бы указываем. Указываем, конечно, несколько мягко, но если в адрес людей пойдет, они будут... Я правильно понял, ты говоришь,
Зачем строить новые, когда уже есть рядом построенные? Так они Правильно? сами и говорили раньше, что мы будем использовать ту базу, которая есть для той же самой дивизии. Все понятно.